Республика Коми и группа компаний «Ренова» договорились о возможности совместной реализации в регионе проекта по строительству новейшего тепличного комплекса. Соответствующее соглашение подписали накануне глава Коми Сергей Гапликов и председатель Совета директоров «Реновы» Виктор Виксельберг. Деловая встреча состоялась в Сочи в рамках Российского инвестиционного форума. Использование мощностей Сосногорской ТЭЦ позволит снизить теплоэнергозатраты и повысить рентабельность производства. Кстати, о возможности такого строительства глава Коми Сергей Гапликов заявил еще во время своего доклада перед региональным госсоветом. Тепличный комплекс планируется возводить в несколько этапов. Первоначально это комплекс на 10 гектаров, который на четверть закроет потребность жителей региона в овощах закрытого грунта. По словам Сергея Гапликова, сейчас рабочая группа изучает параметры проекта и как только выйдет на окончательные расчеты, то приступит к оформлению необходимых документов. Работники сферы здравоохранения подвели итоги работы за минувший год. Доклад главврача ЦРБ Аллы Федосенко разделился на финансово-экономическую и собственно-медицинскую части. Основная статья расходов – зарплата сотрудников. Однако в минувшем году на деньги ФОМСа ЦРБ приобрела и оборудование, в том числе новый аппарат искусственной вентиляции легких. Сосногорские медики реализовали 3 целевые субсидии, в том числе деньги пошли и на контрактную подготовку будущих медиков. Впрочем, не обошлось без ложки дегтя. Частных клиник становится все больше, узких специалистов не хватает. Поэтому финансирование немного снизилось, да еще и стоимость аренды жилья растет. Алла Федосенко отметила, почти треть доходов от коммерческой деятельности ушла на съем жилья для работников. Из-за этого уже второй год ЦРБ не может тратить заработанные на услугах деньги на приобретение оборудования. Впрочем, трудности есть везде, отмечает руководитель Ухтинского центра обеспечения деятельности Минздрава Светлана Шинкаренко, курирующая сразу несколько районов Коми. Сегодня мы собрались на итоговое совещание по итогам работы 2016 года Сосногорской центральной районной больницы. Естественно, со всеми цифрами по итогам этой работы я ознакомилась заранее. И можно твердо сказать, что работа Сосногорской центральной районной больницы удовлетворительная. Над чем поработать всегда есть, но если в целом говорить о показателях работы Сосногорской центральной районной больницы, то они находятся в золотой середине. Рассматривая собственные медицинские итоги, сотрудники Совета констатировали естественную убыль населения – 2%. Кроме того, доля пенсионеров растет с каждым годом, и пожилых уже больше, чем детей. Среди причин смертности лидируют болезни системы кровообращения. Часто люди умирают от онкологии, болезней органов пищеварения и так называемых внешних причин – различных аварий и происшествий. Врачи напоминают, не запустить болезни можно лишь вовремя поставив диагноз. Для этой цели проводится ежегодная диспансеризация населения. Во второй Сосногорской школе прошла традиционная игра «А ну-ка, парни». Ее посвятили Дню защитника Отечества. Доклады капитанов о готовности, равнение на российский триколор под звуки национального гимна и вот команды готовы к состязаниям. На этот раз участие приняли 9 команд. Несколько испытаний на физическую выносливость, как, например, поднятие гири или подтягивание. 10, 11, 12. Я стою на этапе подтягивания. Значит, пока на данный момент прошли 2 команды. Результат есть самый максимальный, это 19 раз мальчишка подтянулся. Это очень хорошо для их возраста. Есть также этапы, которые в мирной жизни вроде как и не пригодятся. Это разборка и сборка автомата, снаряжение магазина, стрельба по мишеням. Один из затратных по времени – надевание общевойсковых защитных костюмов. Но, по словам организаторов, все это парням пригодится при службе в армии. Да и для самих участников все это не в новинку. В принципе, все этапы знакомы, тренировались долгое время, в том году выступали, так что все не в новинку. Что в новинку, так это теоретический этап квест. Так сосногорцев готовят к региональной игре «Орленок». Мы работаем в рамках «Орленка», в рамках программы «Орленок», чтобы нам уже детей подготовить туда, на республику. И опробуем такой этап. В основном это дело неплохое, потому что это и знание военной техники Великой Отечественной войны, периода Великой Отечественной, и воинских званий, что мальчик должен знать, и каких-то событий ключевых Великой Отечественной войны. Всего каждая из команд прошла 8 этапов. В итоге победу одержала команда кадетской школы. На втором месте хозяева, школа номер 2. На третьем – Сосногорская 4-я школа.
Сегодня в Сосногорске определилось название первого в истории района открытого турнира по шахматам и шашкам. По традиции право решить, как будет звучать новый спортивный бренд муниципалитета, было предоставлено самим сосногорцам. Открытое голосование проходило на официальной странице пресс-службы администрации Сосногорского района ВКонтакте. Официальные итоги будут подведены завтра, но вариант «победитель» уверенно лидирует в голосовании, а значит, можно уже сегодня утверждать, что сосногорцы сделали свой выбор. Абсолютное большинство голосов было отдано за название «Открытый турнир по шахматам и шашкам памяти Петра Стольникова и Геннадия Бекаревича». Напомним, турнир пройдет 18 и 19 марта в универсальном спорткомплексе «Метеор». К участию допускаются все желающие, независимо от пола, возраста и места проживания. В рамках соревнований состоятся не только поединки спортсменов, но и мастер-классы от профессиональных шахматистов и шашистов российского уровня. В первую ночь весны еще будет прохладно, обещают синоптики. Под утро в Сосногорске при прояснениях ожидается 8-10 градусов мороза. Днем ожидается облачная погода, к вечеру с небольшим снегом. Столбик термометра поднимется до отметки в -3. Ветер южный умеренный. В дальнейшем потепление продолжится. В четверг температура уже преодолеет нулевую отметку.